На календаре хоть и не суббота, однако для добрых дел особые дни не нужны, отмечает Милана Горчханова. Необходимый инвентарь, средства индивидуальной защиты и хорошее настроение. Собрав все самое необходимое, можно приступать к важной эко-миссии – уборке водоохранной зоны реки Сунджи. В первую очередь мы это делаем для себя, для очищения природы, ведь мы этим дышим, мы здесь живем. И мне кажется, даже дело не в том, какие призы или хорошо проведенное время в хорошей компании. Просто чтобы сделать хотя бы немного чище нашу окружающую среду. День реки Сунджи отмечают уже по традиции масштабно. Общереспубликанский экологический праздник организован Министерством природы при поддержке молодежных советов региона. Представители 6 организаций объединились в 5 групп, чтобы провести эко-баттл. Не ожидал, что столько молодежи выйдет для очищения вот этого сунджского мероприятия экономики. Хочу выразить, конечно, огромную благодарность всем ребятам, которые сюда вышли. Мы сюда приехали со всей республики, молодежные советы. Это в советское время субботник был скорее добровольно-принудительной процедурой. Сегодня же больше развлечения. Некоторые волонтеры уже, можно сказать, ветераны в этом деле, которые знают все нюансы. И которые вы видите. Единственное, мы оставляем дощечки, а вот камешки вот это оставляем. Единственное, тут очень много всяких пакетов. Их кладем еще. Некогда бывшая одежда, так скажем. Вот, фантики. Все собираем вместе, кладем сюда. Потом нужно будет эти мешки отнести. Субботник носит соревновательный характер, оттого и задает темп труду. Сегодня здесь все равны, а девушки действительно сильные и независимые. Быстрота, сплоченность, а главное полный мешок, за который дадут 3 балла. Вот главное правило для победы. Но не всякий мусор может пройти отбор. Это тряпки, бумаги и пластик. А после важной миссии можно и отдохнуть. Для экоактивистов, да и для всех жителей республики в парке семейного отдыха праздничный концерт с участием артистов Госфилармонии. Играйте, струны звонче веселей, играйте, пусть моя душа моя, от этих слов пусть будет веселей. Посетил мероприятие и председатель правительства республики Владимир Сластенин, поблагодарил всех волонтеров и обратился с напутственными словами. Поздравить, конечно, с Днем реки Сунджа, и это становится доброй традицией, что мы собственными силами чистим наши водоемы. Как уже сегодня отметили ведущие, каждый 3-й житель республики поучаствовал в этой программе. Самое отрадное, что мы видим здесь молодежь, которая понимает, что если они это не сделают, не будет будущего. Просим продолжить эту работу. А после председатель правительства наградил за активное содействие и освещение в СМИ журналистов телерадиокомпаний, а также победителей ежегодного проекта «Рейтинг экологической эффективности системы управления муниципальных образований». Итак, в номинации «Самый чистый город» награда присуждается городу Малгобеку. Развлекательные мероприятия для детей и взрослых, вкусная еда, выставки и мастер-классы от Ассоциации ремесленников в Ингушетии. В общем, праздник для всех. У нас есть здесь 5 мастеров, из которых есть гончар, ювелир, кузнец и так далее. Есть текстильщик, есть. Еще поставили, это уже была лично моя инициатива, поставили станок, который рисует разные картины, будем это разыгрывать, люди пишут фамилию, имя, закидывают листочек, и потом мы будем уже отбирать победителей. А вот Зарина Картуева пришла вместе с классом и сразу же нашла себе занятия по душе. Сначала мы были на концерте, пел мой любимый певец Алаудин Эсмурзиев. На самом деле я очень люблю стрелять из лука, и я даже подумать не могла, что здесь будет тир. На самом деле это теперь мое самое любимое место в этом парке. Надеюсь, хотела бы, чтобы здесь это постоянно было, но постоянно здесь это вряд ли будет. К слову, субботник проходит в рамках всероссийской акции «Вода России» и федерального проекта сохранения уникальных водных объектов нацпроекта «Экология». Акция проводится в нашей стране с 2014 года. За 5 лет она объединила порядка 5 миллионов человек, а Ингушетия 4 года подряд признавалась самой активной участницей в рейтинге регионов.
Отметить и хочется наших сознательных граждан. У нас самые активные жители нашей республики, которые участвуют во всех субботниках и экологических мероприятиях. И это признание получили они не только от нас, которые видят непосредственно их работу, да? Это признание наши жители получили и от от Минприроды России. В завершении мероприятия распределили призовые места. К слову, по итогам субботника активисты собрали 12 тонн бытового сырья. Это более 400 мешков мусора. Победители определены, а призы получены. В общем, экологический фестиваль подарит не только хорошее настроение, но и сформирует хорошие привычки. Хава Гагиева, Маирбек Мержоев, Новости 24.